что же, вы можете привести примеры, когда пресечение преступной деятельности, например, было совершено с помощью собаки? Есть такие случаи? Есть такие случаи. Ну, всех, конечно, не запомнишь, но вот самый такой запоминающийся был поиск, получается, по грабежу человека. Собака заводит в дом, в подъезд, получается, а в подъезде темно. Кинолог проходит в подъезд, и собака неожиданно как-то, не знаю, кидается под лестницу, и слышно только крик человека. В итоге задерживают человека, выводит, и на свету уже видно, что собака вцепилась в руку, в которой у человека был нож. Угу. То есть вот действительно пресечение на было месте. Такое. Да. Как только собака чувствует агрессию, для этого учат, она кидается на человека. Ну, получается, кусает, как правило, за то, что удобно или ближе, или если видит предмет, то именно за эту руку. Угу. Василий Александрович, без любви к собаке, наверное, в вашей профессии невозможно работать, да, я так думаю, ведь от тандема, да, от единого режима, условий, в общем-то, зависит качество и результат вашей работы. А вот какие еще качества должны быть присущи специалисту вашей профессии? Так, в первую очередь это терпение, очень много терпения. Понимаете, если собаку, можно сказать, даже невзначай задеть, она начинает бежать. Ну, допустим, наступил на лапу, все, собака это запоминает. Поэтому тут, если болевые ощущения какие-то она ощущает, то это очень плохо сказывается на дальнейшей работе, потому что войти в доверие собаки, это тоже надо время, а время у нас, как правило, оно не на нашей стороне. Поэтому приходится всякое разное ублажать. У нас работа на чем строится? Игра, кормление. Заработал, получи косточку. Заработал, получи мячик. А если, конечно, обижать, это как и людей. Попробуй накажи ребенка, он обидится, уйдет. Так и собаки. А бывает ли так, что действительно говорим, что человек встал не с той ноги, не то настроение. Вот то же самое у ваших питомцев бывает? Бывает. Бывает, даже магнитные бури влияют. Бывает, обижается, ревность появляется, когда заводишь другую собаку. Как в нашей профессии не без этого. Но появляется какая-то ревность, может обидеться, не подойти. Тоже приходится искать подход. Животное, но ведет себя как человек. Но какие навыки должны быть привиты собаке в результате тренировки? Что она должна уметь делать? В первую очередь собака должна слушаться. Это, как называется, прием общий курс дрессировки. И без этого, без послушания никак не получится дальнейшей дрессировки, потому что скажешь собаке сидеть, она побежит. Что делать? Уже работать не с кем. Поэтому так же, как я говорил, игрой, кормлением, входишь в доверие. И называется принуждение собаки. Но так, чтобы ни тебе, ни мне, чтобы все остались довольны. И таким образом входим в доверие. А дальше специальный курс дрессировки по мере выработки условного рефлекса. Условный рефлекс – это то, что мы добиваемся. Допустим, научили собаку сидеть. Это она по первой команде садится, условный рефлекс выработан. Он доведен до навыка. Все, можно дальше работать. И так по мере возрастания. Главное не торопиться. Давайте расскажем, как, например, проходит рабочий день кинолога. Утром вы приходите на работу, дальше? Дальше в первую очередь выгуливаем свою собаку. Потому без этого тоже внутренний раздражитель он идет изнутри, он не дает работать. Так же, как и человек. В принципе, много похожего. И все, выгуливаем собачку. И дальше, если есть вызова, то обслуживаем, выезжаем. Водитель вывозит нас на место происшествия, кинолога с собакой. А если нет, то занимаемся дрессировкой. Также отрабатываем навыки. А вообще, кроме выездов на происшествие, чем еще занимаются кинологи? Вообще, каков график вашей работы? Иногда сутки через 2, иногда сутки через 3. Но люди думают, как хорошо, да, столько времени отдыхать. Нет. Дело в том, что этот навык, который прививаешь к собаке, если его не поддерживать, он затухает. Поэтому тут отработал, отдохнул,
приходишь, занимаешься с питомцем, видишь какие-то недостатки, приходишь еще на следующий день, опять занимаешься. И тут как бы удобно заниматься в группе, потому что каждый кинолог со стороны видит что-то другое. Поэтому вот собираемся, отрабатываем, обсуждаем моменты и исправляем недостатки.